Женская сборная России по гандболу проиграла команде Дании в последнем матче основного раунда чемпионата Европы и не сумела выйти в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 23-30. По итогам 5 встреч россиянки заняли третье место в таблице группы 1, набрав 7 очков. Путевки в полуфинал этой группы завоевали сборные Франции и Дании, которые заняли первые 2 позиции. С группы 2 в 1-2 вышли команды Норвегии и Хорватии. Российские гандболистки оспорят 5 место в матче с действующими чемпионками мира, представительницами Нидерландов. Встреча состоится 18 декабря. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над турецким Анадолу Эфес в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 165. Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 22 очка. У гостей самым точным был защитник Василий Мицич. У него 14 баллов. ЦСКА одержал 5-ю победу к ряду в матчах Евролиги. Команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 11 побед в 14 встречах. Анадолу Эфес идет на 9-й позиции, выиграв в 7 играх из 14. В следующем туре армейцы на своей площадке примут Санкт-Петербургский «Зенит». Матч пройдет 18 декабря. Футбольный клуб «Аталанта» признан лучшей командой Италии в 2020 году по версии La Gazzetta dello Sport. Голосование проходило на официальном сайте авторитетного издания. В текущем году «Аталанта» провела 41 официальный матч во всех турнирах, одержав 24 победы, 9 раз сыграв ничью и потерпев 8 поражений. В прошлом сезоне команда заняла 3-е место в чемпионате Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. В текущей кампании бергамаски идут на 7-й строке серии А. Также они вышли в 1/8 финала ЛЧ, где сыграют с испанским Реалом. Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В составе клуба он провел 4 матча и забил 2 мяча. Боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Дилианом Уайтом может пройти в марте. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в понедельник стало известно, что данный бой вновь перенесен из-за последствий коронавируса у Поветкина. Изначально поединок должен был пройти в ноябре, но после заражения россиянина он был перенесен на январь 2021 года. Ранее боксеры уже встречались друг с другом. 23 августа в Великобритании россиянин одержал победу нокаутом. В данный момент на счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 2 поражения и 1 ничья. В активе 32-летнего Уайта 27 побед и 2 поражения. Перейдем к событиям нашего региона. Министерство спорта Якутии и Российский футбольный союз заключили соглашение о развитии футбола в республике. Согласно плану работы, в регионе должны появиться новые соревнования по большому и мини-футболу, в том числе школьная, мини-футбольная и студенческая лиги, а также масштабный республиканский фестиваль. Стороны договорились о строительстве в населенных пунктах республики 5 инфраструктурных объектов. К 2024 году в регионе будут созданы все условия для появления профессионального мужского клуба и женского мини-футбольного клуба, выступающего в чемпионате России. Также в республике будут подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи. Студенты Северо-Восточного федерального университета завоевали 3 медали на всероссийском турнире «Звезды студенческого спорта». Соревнования прошли в Москве. Награду высшего достоинства в копилку команды принес Александр Нечаев, первенствовавший в беге на 60 метров с барьерами. Серебряным призером стала Пелагея Григорьева, выступавшая в спортивной ходьбе на 5000 метров. Бронзу завоевала Диана Абдаська, состязавшаяся в прыжках в длину. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!